Детский сад «Кураса» после капитального ремонта вновь распахнул двери для своих воспитанников. Этого дня с нетерпением ждали малыши, их родители, а также коллектив детского сада. Дошкольное образовательное учреждение работает больше 5 лет, но из-за недостатка оборудованных помещений здесь могли принять небольшое количество детей, всего 2 группы. Теперь, после капитального ремонта, детский сад доступен для гораздо большего количества детей. Стихи, песни, национальные танцы. Воспитанники детского сада подготовили большое праздничное представление. Особое восхищение вызвало у присутствующих исполнение гимна Абхазии. В церемонии открытия приняли участие представители районной администрации, сотрудники отдела образования, общественности, жители поселка, что подчеркивает значимость данного события для всего района. В рамках капитального ремонта заменили кровлю, окна и двери. Преобразился также фасад здания. Полностью обновлены и оборудованы мебелью спальные и игровые комнаты. Кроме того, благоустроена прилегающая территория. Установлены новые игровые площадки с современным оборудованием. Полную финансовую поддержку проекта осуществил Госкомитет по репатриации, выделив на ремонтные работы 54 миллиона рублей. Заведующая детским садом Эсма Шамба поблагодарила администрацию района, спонсоров и родителей за поддержку и помощь. Мы обратились к руководству, нам очень помогло, правительство. У нас очень много детей-репатриантов. Здесь поселок репатриантов и дом их. Поэтому тематически мы относились, наш садик имеет, носит имя репатриации, будем так говорить. И поэтому нам очень помогли, именно конкретно комитет репатриации. Все финансировали они практически. Очень благодарны нашему руководству, нашему Гулиевскому району, я имею в виду конкретно Саиду Харази, тем, что он выделил нам штаты, у нас на ясельную группу 5 человек. То есть это вообще неслыханно, это очень тяжело в наше время, даже медсестра у них своя. После торжественного момента перерезания красной ленты главу района и гостей мероприятия пригласили на экскурсию по детскому саду. Первым делом показали просторную игровую комнату, залитую солнечным светом. Здесь были расставлены новые яркие игрушки, развивающие игры и удобная мебель, соответствующая возрасту детей. Глава района с интересом рассматривал детали интерьера, отмечая качество материалов и продуманность планировки, направленной на создание комфортной и безопасной среды для малышей. Затем делегация посетила современный пищеблок, оснащенный новейшим оборудованием для приготовления здоровой и сбалансированной еды. Основной целью работы, по словам воспитателей сада, является создание атмосферы, в которой дети с раннего возраста погружаются в абхазскую языковую среду. Ведь многие из них – дети наших соотечественников, которые вернулись на историческую родину. Педагоги используют различные методики, включая игры, песни, стихи и сказки на родном языке, чтобы сделать процесс обучения увлекательным и эффектным. Особое внимание уделяется развитию разговорной речи, чтобы дети могли свободно общаться на абхазском. Основная цель нашей работы – это воспитание достойных детей своему народу. И, конечно же, знание, обучение абхазскому языку, чтобы дети могли свободно выражать свою мысль, свободно разговаривать на своем родном абхазском языке. Но, к сожалению, в прежних условиях у нас не было такой возможности, чтобы мы не могли разделить детей по группам, так как наше помещение это не позволяло. И нам приходилось работать в многонациональных группах. Там, естественно, были и русские дети, и армяне, и репатрианты, сирийские дети. Поэтому нам не удавалось, как хотелось бы, работать. А сейчас, слава Богу, у нас есть такая возможность. У нас есть и русская группа, соответственно. У нас есть несколько абхазских групп, и поэтому, конечно, наша задача намного облегчилась. На сегодняшний день в детском саду 120 детей. Они разделены на 6 групп, 5 из которых абхазские. Радует и то, что в этом саду открылась первая в Абхазии ясельная группа, и она оказалась очень востребованной.
Но чем мы отличаемся от всех садиков сегодня, и чем мы горды очень, это тем, что у нас ясельная группа. То есть двухлеточки у нас маленькие, и до 7 лет они у нас в стенах нашего сада. И у нас подготовительный класс. То есть с 2 до 7 они в нашем саду. Потом идут в школу уже подготовленные дети. Самое интересное, что у нас больше всего востребована ясельная группа. Но мы не можем принять так, как просят. Вот у нас самое большее количество детей – это в ясельной группе. То есть у нас район вообще очень трудовой, будем так говорить. Поэтому такие садики просто крайне необходимы здесь. Открытие детского сада после ремонта стало долгожданным событием и позволит многим семьям решить проблему с устройством детей. Кундашова, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.